Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. 2024 год в России объявлен годом семьи, а в Якутии – годом детства. В целом в нашей стране и в регионе в частности большое внимание уделяется семейным ценностям и развитию института семьи. А дети всегда были и остаются в приоритете поля зрения как правительства, так и депутатского корпуса. И с нашей сегодняшней гостьей, депутатом, председателем Постоянного комитета по социальной политике, труду и занятости Государственного собрания Илтумен Аленой Атласовой мы поговорим о помощи семьям с детьми, а также о развитии гражданского общества в целом. Добрый вечер, Алена Николаевна. Добрый вечер. Предлагаю нашу программу начать с вопроса о том, какие у вас задачи стоят на сегодняшний день в Илтумен. Начну с того, что в этом году высшему законодательному, представительному и контрольному органу государственной власти Государственное собрание Илтумен исполнилось 30 лет. И за все это время, конечно, разработана прочная база по поддержке семьи и семейных ценностей. Возьмем, к примеру, закон о Республики Саха-Якутия о правах ребенка. Ему тоже 30 лет, как раз 1 июля исполняется. И вот смотрите, данный закон был принят вообще первым в Российской Федерации. И только в 1998 году был принят федеральный закон о гарантиях прав детей, ребенка в Российской Федерации. И мы практически во многих вопросах Республика Саха-Якутия стала хедлайнером, задает тон и тренды. И, соответственно, то, что вы говорите, и на Дальнем Востоке, да, и наша семейная политика, которая проводится в нашей республике, конечно, она способствует тому, чтобы дети росли в семье и развивались. Соответственно, вот то, что у нас было приняты поправки в Конституции Российской Федерации, потом в Конституции Республики Саха-Якутия, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Конечно, это вот в те года это был задан тон и задан вектор развития нашей республики. В 2008 году был принят закон об охране семьи, материнства, отцовства и детства в нашей республике. Это базовый закон, и каждый раз он, конечно, совершенствуется и вносятся изменения, потому что меняются и федеральные законы, и жизнь наша меняется. Конечно, поддержка семьи, детей становится все больше и больше. Поэтому, вот, конечно, этот закон у нас меняется. И наша гордость парламента Государственного собрания Илтумен в 2019 году народными депутатами был инициирован и принят закон о статусе многодетной семьи. Если до 2019 года многодетной семьей считалось, вот, допустим, если вашему старшему ребенку 18 лет, то семья переставала быть многодетной. А мы внесли изменения и, соответственно, приняли базовый закон о статусе многодетной семьи и включили туда детей. Если ребенок обучается очно или служит в армии, до 23 лет семья сохраняет свой статус и считается у нас многодетной. И это за 5 лет, конечно, до того, как в этом году, вот в январе, вышел долгожданный указ президента страны о мерах поддержки многодетных семей, которым определен единый статус по всей стране. И вот так же, вот как и в нашем законе, да, дети до 23 лет, если старшему не исполнится, то эта семья считается многодетной, и этот статус еще становится бессрочным. Ну и то, чем мы гордимся, конечно, сейчас внимание большое уделяется молодой семье, и в совокупности мер, которые предоставляются многодетным молодым семьям, то мы поддержали инициативу главы республики Айсена Николаева
И с этого года, 24 года, молодой семье, которая решила узаконить свой брак до 25 лет, им выдается 50 тысяч рублей. Это правильное решение, и, возможно, это, ну, можно сказать, что на Дальнем Востоке это первая инициатива, и, соответственно, я думаю, что и мы всегда обмениваемся опытом, да, и думаю, что это тренд будет продолжаться, и такие законы будут приниматься и по всей стране. А вот как вы считаете, у нас Якутия является лидером по рождаемости на Дальнем Востоке. Чем это обусловлено? Какими-то традициями, которые у нас только в республике есть, или вообще вот какой-то большой работой, или все в совокупности? Конечно, все в совокупности. Все было заложено вот первым президентом нашей республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. И вот те инициативы, которые были приняты тогда, они сейчас вот дают плоды, ну вот те всходы, которые были сделаны тогда. И, соответственно, сейчас вот мы по рождаемости занимаем в стране 7-е место и по Дальнему Востоку 1-е место. Да? И это, конечно, говорит о системной демографической политике, которую проводит наш глава Айсен Сергеевич Николаев. И это те показатели, к которым мы стремимся. И вот в прошлом году наша республика вот достигла 1 миллиона жителя. Но вместе с тем по всей стране, и, конечно, демографическая ситуация оставляет желать лучшего. И, соответственно, сейчас вот как раз матерями становятся женщины, которые родились в 90-х годах, это когда была демографическая яма, да, и, соответственно, рождаемость по всей стране очень сильно снизилась. Ну, демографы бьют тревогу, и, соответственно, вот сейчас делается все, чтобы дети рождались. От этого зависит, конечно, будущее страны. И в то же время здесь не стоит умалчивать, что в нашей республике, к сожалению, тоже есть неположительная динамика. Если вот все познается, конечно, в сравнении, да, если в 23-м году родилось вот у нас 11 194 детей, то эти показатели вот в сравнении с 22-м годом, ну вот 23-й год с 22-м годом меньше на 5%, да, а с 10-м годом вообще меньше на 30%. Да? И вообще, если говорить о пике рождаемости, которая у нас была в республике, это было в 2014 году, 17 тысяч детей у нас родились. И вот эти показатели, к сожалению, вот в данный момент, возможно, в этом году или последующие годы, да, мы, конечно, должны это наверстать. Да? И вот коэффициент рождаемости на одну женщину, да, если брать, то в 2023 году он составлял 1,55. И, соответственно, это тоже показатели, если сравнивать с 2022 годом и 2010 годом, то ну, порядка 4%, и если 2010 годом, то ну, где-то 20% меньше, чем было. И, соответственно, здесь тоже играет миграция, и миграционная убыль в 2023 году была у нас да, более 3000 человек. И, соответственно, сейчас вот перед государством стоит большая задача, а это и ставит президент страны, да, чтобы рождаемость повысить. И после того, как у нас будет закончит работу национальный проект «Демография», то в дальнейшем это будет национальный проект «Семья». Он будет работать, и его необходимо, конечно, широко обсуждать, чтобы те меры поддержки, которые эффективны, системны и помогают рождаемости, да, они должны продолжаться и в то же время должны хорошо финансироваться, да, потому что, допустим, нам, регионам, необходимо делать так, чтобы ну вот, не только была вот
идеологическая или же методическая помощь со стороны федералов, да, но и финансовая. И, соответственно, если вот такая поддержка будет, то, конечно, то, что у нас есть, те меры поддержки, они будут работать. И глава республики понимает, конечно, делает все, и правительство республики. Очень много у нас инициатив, касающихся вот пропаганды многодетности. Да. Если говорить о том законе о статусе многодетной семьи, который мы приняли 5 лет назад, то количество многодетных семей сегодня составляет 34 500 семей. И сейчас государственная политика должна быть направлена именно на поддержку многодетных семей. Вот как показывает статистика, у нас многодетные семьи, ну вот это по всей стране, да, получается, рожают семьи третьего и последующих детей. И вот как раз это указ, который вышел, был издан президентом страны о мерах поддержки и впоследствии о дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Республике Саха-Якутия, указ главы нашей республики. Да? Я думаю, если эти меры будут работать с сентября этого года, да, 2024 года, как написано в указе, и будут финансироваться в полной мере, то я думаю, что престиж многодетных семей, конечно, будет расти, и сейчас он не будет привязан к доходам семьи, то есть это уже будет, ну, помощь каждому, скажем да, так. каждой семье, независимо от доходов. И очень важно здесь, что в указе главы прописаны те меры поддержки, которые были рекомендованы президентом страны. Да? То есть каждый субъект Российской Федерации принимает для себя указ, нормативные акты, и это касается вот льготы по ЖКХ. 30% для многодетных семей будет независимо от Квадратных метров, да? Не только квадратных метров, это будет вообще независимо от обеспеченности семьи. Да? И также бесплатное питание для детей из многодетных семей будет. И это, конечно, существенная нагрузка на бюджет республики. Но я думаю, что именно такие меры будут способствовать тому, что у нас будут дети рождаться, и демографическая ситуация, она будет стабильной. То есть естественный прирост, который должен быть у нас в республике, да, и мы должны, вот достигли миллиона и должны дальше расти, соответственно, да, и, соответственно, эти меры должны работать. И также особое внимание, конечно, нужно молодой семье, потому что сейчас вот ну, такой пошел, ну, это не только вот в нашей стране, да, вообще общемировой тренд, когда семья не торопится рожать своего первенца, да, и это откладывают, и, соответственно, ну, какая-то вот добровольная бездетность получается, да, и вот этот тренд надо тоже помогать, стимулировать тому, чтобы вот как раз молодая семья, чувствуя почву под ногами, да, могла не просто вот найти свою половину, но и в то же время решиться на рождение первого ребенка, а до этого заключить брак. Вот. И, соответственно, это надо развивать, и сейчас вот надо помогать еще студенческой семье, потому что, ну, многие семьи создаются во время учебы, да, и я думаю, что сейчас вот на федеральном уровне тоже это разрабатываются меры поддержки, которые должны быть действенны и должны делать все, чтобы вот как раз-таки рождаемость у нас росла. Вот хочу вернуться все-таки к многодетным семьям. Вот если, скажем, в 90-е отношение к многодетной семье было, ну, скажем так, не очень хорошее, в том плане, что считалось, что это неблагополучная семья в какой-то степени, не говорю про все, но некоторые вот такие моменты были. Вот я думаю, что сегодня такая формулировка канула в лету. Давайте вот развеем миф этих 90-х годов и расскажем о том, какая она, современная многодетная семья, на ваш взгляд. Ну, вот, если говорить о статистике, да, то у нас многодетная семья, я количество сказала, да, и это практически
пятая часть всех многодетных семей, которые проживают на Дальнем Востоке по количеству. И практически каждая пятая семья в нашей республике является многодетной. Это очень хороший показатель, это результат системной работы. И, соответственно, то, что вот вся законодательная база, основа, они стали стимулом и поддержкой для многодетных семей. Отрадно, что сейчас вот много молодых семей, которые очень осознанно подходят к воспитанию детей своих, да. Но это, конечно, тоже зависит от инфраструктуры детства, да. Если есть у нас детские сады, школы, да, у нас действительно за последние годы построено очень много социальных объектов, да. И, конечно, молодой семье важно, чтобы ребенок развивался, рос, и государство предоставляло вот все условия, чтобы наши дети росли в любви и развивались, да. Но в то же время вы сравнили с 90-м годом, да, когда в стране была разруха, и те меры вообще не было никаких мер поддержки, да, и вот материнский капитал, который был впервые у нас в Российской Федерации применен в 2007 году, да, вот с тех пор, можно сказать, вот началась очень существенная государственная поддержка многодетных семей, и это, ну, очень большие вливания идут со стороны федералов и республиканского бюджета, да, соответственно. У нас есть меры поддержки свои, республиканские, региональные, да, есть федеральные. И если взять в совокупности, да, то включая материнский капитал, наши дети столетия, да, ну, я не буду перечислять, достаточно много мер поддержки, и они, конечно, делают все, чтобы многодетная семья, ну, жила качественно, да. Но вместе с тем, ввиду иждивенческой нагрузки, да, и многодетная семья у нас проживает в основном в сельской местности, да, где уровень доходов низкий. Соответственно, вот президент в своем послании он отметил, что уровень бедности среди многодетных семей составляет 30%. И поставил задачу, чтобы к 30 году уменьшить до 12%, да, чтобы многодетные семьи могли выйти из этого уровня, и, соответственно, чтобы многодетные семьи вышли из черты бедности. И для этого государство тоже вот стимулирует, например, это социальные контракты. Есть такая программа, которая у нас в республике развита, и, соответственно, это та удочка, которая дается семье, чтобы ловить рыбу и не жить на пособиях. И сейчас вот этот социальный контракт у нас работает. И важно, вот, ну, посмотрим статистику, да, и результаты, и, соответственно, насколько это сработало эффективно, смогла ли семья выйти из черты бедности. И, соответственно, здесь необходимо понимать, что в прошлом году наш глава республики Айсен Николаев издал важный стратегический указ по борьбе с бедностью и поставил тоже серьезные показатели. Создан проектный офис, который возглавляет председатель правительства Кирилл Евгеньевич Бычков. И, соответственно, здесь на год расписана стратегия, как будет республика бороться с бедностью. И инструментами борьбы с бедностью вот являются разные направления, которые прописаны в проектном офисе. И поскольку наш комитет является вот именно профильным комитетом, за весеннюю сессию мы провели парламентские часы, круглые столы именно по указу главы по борьбе с бедностью. Там мы заслушали правительство по таким направлениям, как социальный контракт,
как персонализированное сопровождение людей за чертой бедности, о доходах реальных, которые у нас есть, да, соответственно, о повышении зарплаты. То есть мы сейчас в данной весенней сессии рассмотрели народные депутаты, какие планы у правительства, и дали обратную связь, потому что у народных депутатов были очень много вопросов, которые, ну, мы же работаем с людьми, конкретно на земле, и, соответственно, то, что люди ставят, и насколько вот эти меры будут эффективны. И сейчас по поручению главы республики Счетная палата проводит проверку по расходованию бюджетных средств по конкретно социальному контракту. И после этого вот мы посмотрим, насколько вот была эффективна программа, да, и где вот правительству сделать так, чтобы она работала и доходила до той семьи, которая сейчас в данный момент нуждается именно в государственной поддержке. А вот как вы считаете, как часто в Якутии можно встретить пары, которые прожили друг с другом душа в душу долгие годы, и благодаря чему вот такие семьи сохраняются и радуют всех нас своим вот таким вот отношением друг к другу и к семейным ценностям в целом? Буквально на днях глава республики издал указ, и сейчас новая награда будет «Семейная доблесть». Это тем парам, которые прожили в любви и согласии 50 лет. Таких семей у нас очень много. Это можно судить по заявлению в ЗАГС, когда вот издается книга, и она носит заявительный характер, но в то же время вот те семьи, которые прожили у нас, когда вот 8 июля, в День любви и верности, вот у нас идет награждение, на самом деле знак, который вручается в этот день, он должен был выдаваться, ну, должен вообще выдается по всей стране для семей, которые прожили 25 лет в браке, да, а у нас практически так много семей, которые старше, с большим стажем, да, то практически вот эту 100 вот медалей, они вручаются именно тем семьям, которые прожили 50 и более лет. Мы еще никак не можем дойти до тех семей, которые моложе, да, и это говорит о том, что у нас традиции очень глубокие, семейные традиции, и много у нас многопоколенных семей, да, и здесь народные депутаты разработали законопроект, который поощряет те семьи, которые прожили 50 лет, ну вот 50 тысячами, но пока вот данный законопроект мы отложили, поскольку нет источников финансирования в государственном бюджете. Но я думаю, что когда-то придет время, и мы сможем вернуться к данному законопроекту и сможем поддержать не только вот знаком, но и материально семьи, которые прожили 50 лет. Алена Николаевна, я знаю, что вы очень много работаете над помощью онкобольным детям. Хочу поговорить с вами об этом. Насколько сегодня, скажем так, дело пошло в гору? У нас введен онкодиспансер. У нас очень много проектов реализуется в части телемедицины. И хотела бы спросить вас про санавиацию, потому что Якутия у нас регион, как бы, скажем так, трудодоступный. То есть порой не доберешься до некоторых мест. И как вот эти вопросы решаются? Как мониторинг происходит? Ну, наш регион, наша республика, конечно, имеет свою специфику по плотности населения, по труднодоступности, как вы сказали, да. И очень важно, чтобы вот медицина развивалась в ногу со временем. И благодаря, вот, как вы сказали, телемедицине, тем новым технологиям, и у нас и выхаживают совершенно вот практически недоношенных детей, да. И что касается вот онкологии, конечно, выявляемость стала намного лучше, чем было 20 лет назад, поскольку вот благотворительный фонд «Праздник жизни» — это родительская организация, которую мы основали с супругом в 2001 году. Она на протяжении лет
вот 20 лет помогает семьям с онкологически больными детьми, да, я скажу, что сейчас вот благодаря тем протоколам, которые используются у нас в педиатрическом центре, в отделении детской онкологии, дети выживают и продолжают жить. И вот каждый год, ежегодно, ну, наша некоммерческая организация, я являюсь учредителем, и в то же время я продолжаю сейчас быть волонтером данной организации. Да. Ежегодно дети поступают учиться. Да. В этом году вот тоже есть поступившие, есть специальная стипендия для тех, кто победил болезнь, дальше продолжает учиться и поступать. Соответственно, я призываю телезрителей, вот сейчас, если вы видите QR-код, то можете тоже сделать свое пожертвование. Ну и за это время, конечно, очень много принято в законодательном плане по поддержке общественных организаций, да, и очень много делается для того, чтобы некоммерческие, негосударственные организации, вот благодаря грантовой поддержке, прежде всего нашего главы, президентских грантов, да, в последнее время очень эта система развита, и Якутия в числе первых, кто является грантополучателем по разным направлениям, да, то можно сказать, что вот у нас некоммерческий сектор, да, гражданское общество развивается. Сегодня очень много вопросов можно решить через онлайн-сервисы. Насколько, на ваш взгляд, якутяне оценили такие возможности и насколько цифровизация плотно вошла в жизнь парламента? Цифровизация вошла очень плотно в жизнь каждого якутянина, да, и это касается вот всех семей, которые у нас есть в республике. И помните, во время ковида практически наш пенсионный фонд и многофункциональный центр так четко отработали, что родители просто получили государственную поддержку, когда вот сидели те... На самоизоляции? Да, на самоизоляции, да, и вот с тех пор все услуги, ну, можно сказать, вот произвели скачок, чем было раньше, да, и качественный скачок. И сейчас вот многофункциональные центры, которые у нас работают по всей республике, мы оцениваем очень высоко, потому что ту помощь и услуги, которые оказывают, это действительно экономит время наше самое ценное в жизни, да, и все очень грамотно и профессионально делает. И также хочу отметить, что многофункциональный центр сейчас вот в качестве пилотного проекта у нас открыт именно по направлению поддержки семьи. Это в Чарапчинском улусе, в Намцах и в городе Якутске. И он будет именно поддерживать семьи, и не только вот в информационном плане, да, это переформатировалась работа именно центров по поддержке семьи. Соответственно, если вот, допустим, семья хочет развестись, да, то они могут там получить психологическую поддержку, да, чтобы действительно каким-то образом пересмотреть и, возможно, сохранить семью, да, или же вот по пособиям, которые есть, да. То есть это пилотный проект, и очень отрадно, что в числе нескольких регионов вошла наша республика. Это тоже можно оценивать работу нашего Министерства труда и социальной политики, поскольку практически во всех направлениях они качественно и хорошо работают, что по пилотному проекту данному, да, наша республика была поддержана. А сейчас вот после работы вот 3 многофункциональных центров в этом направлении, соответственно, будет и распространяться опыт в дальнейшем по всей стране. Но у нас сейчас лето с вами, сезон отпусков. Вот как вы предпочитаете проводить свое свободное время? И если поедете в отпуск, расскажите, пожалуйста, где отдохнуть. Я предпочитаю отпуск проводить дома. Лето у нас очень короткое, очень насыщенное, жаркое. И, конечно, вот за долгую зиму, за это время нам необходимо, якутянам, набраться энергии, витамина D. И, соответственно, я предпочитаю оставаться у себя на родине, потому что здесь
и так хорошо. А надо отдыхать в других странах теплых, когда холодно. А вот как вы думаете, ковид внес же свою какую-то лепту большую в отдых? То есть все мечтали куда-нибудь поехать, просто даже из дома выйти. Вот сейчас, мне кажется, люди как-то более свободно себя чувствуют, больше отдыхают. Вот где бы вы посоветовали отдохнуть, вот кроме дачи? Во время отпуска стараюсь ходить. Ну, у меня есть четвероногий друг, и мы вместе с моей собакой ходим по зеленому лугу 1,5 часа, бывает по 2 часа. И это действительно очень полезно и для здоровья, да, и в то же время это энергетически заряжает, потому что ты наблюдаешь вот после нашей долгой зимы наступает долгожданная весна, и как эта вот весна у нас, она практически во всей красе, вот она Переходит в лето? Переходит в лето, да, и буйством красок, вот вообще зеленью, цветами, голубым небом, ярким солнцем. Действительно, у нас лето очень благодатное и, к сожалению, очень короткое, и поэтому надо наслаждаться у себя вот на родине этим летом, напитаться этой энергией, витамином D. И, соответственно, я думаю, что это очень полезно для всех нас, якутян. А заготовки вы делаете осенью? Я просто люблю собирать грибы. Заготовки не делаю, но это чисто вот как хобби грибы? Хобби просто собирать и на первую жареху, и все, вот, чтобы заготовки делать. Ну, у меня много родственников, и, соответственно, заготовки они как гостинцы отправляют, и я очень благодарна этому своим родственникам. Это очень здорово, когда много родственников, которые отправляют подарки в виде гостинцев. Я благодарю вас за интересную беседу. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.